Участники проекта «Парад голосов». Мы рады видеть вас в нашем продюсерском центре «Антон». И мы тоже рады, что мы сегодня у вас в гостях здесь. Давно хотели сюда прийти, и вот сегодня у нас получилось. Добрый день. Это Давид Диват, вы уже знакомы, наш композитор, аранжировщик, поэт, музыкальный эксперт, победитель многих фестивалей российских. Это тоже музыкальный эксперт, аранжировщик, композитор Виталий Казанов. Вот. Ну, мне еще посчастливилось раньше знать этих людей. Вот, Казбек, это один из продюсеров проекта «Парад голосов», помощник проекта Зара Алиханова. Ну и, как говорится, сами участники проекта «Парад голосов». Молодцы. Поскольку мы понаслышаны о продюсерском центре и, в общем-то, вместе как-то нет-нет сотрудничали, учитывая, что ребята на начинающем пути в своем творческом, и учитывая, что вы люди опытные, что у нас здесь присутствует Давид Диват, вот мы хотели бы, чтобы вы провели для нас мастер-класс, ознакомились с продюсерским центром, поскольку в дальнейшем этим людям, этим ребятам придется работать в такой атмосфере, в такой сфере. Вот. Ну и, как говорится, просто еще побывать у вас в гостях. Мы почтем за честь вас принять, потому что мы смотрим этот проект. Ребята действительно талантливые, вы их отобрали правильно. Объективное судейство было, я так считаю, потому что и продюсеры проекта просто работают, вложили в душу в этот проект. Вот на передачу про вас мы смотрели вашу, очень было все замечательно. Так, здесь у нас продакшн-студия. Ирина, проходите. Здесь снимался клип Натальи Гулькиной, экс-группа «Мираж». Вот, она уже, клип ей понравился, и скоро на РУ-ТВ будут его крутить. Здесь, здесь мы передачи снимаем, клипы снимаем, то есть все, что нам где понадобится хромакей, вот аккуратно мы можем здесь заменить фон, даже сделать съемку, вот, как будто человек находится в Москве. Полноценная кинопродюсерская студия, да, полноценная продакшн-студия, то есть для наших целей вот нам пока это хватает. Если мы будем грандиозные какие-то проекты делать, тогда большой павильон нужен будет. Это наша звукозаписывающая студия. Вот. Это наш Арарат Тумасов, победитель «Минуты славы», в 2009 году выиграл 10 миллионов. Это наша звукозаписывающая студия. Это Григорий Стадник, Гелани теперь. Он работал в компании Gala Records по лицензии Аллы Пугачевой, то есть отмечен Аллой Пугачевой за работу. Он и поэт, и композитор, и аранжировщик. То есть талантливый человек. Здесь у нас происходит все самое главное. Запись. Вот. Еще наш проект Хадижа, она маленькая звездочка. Мы как раз их они записывали. Проходите, посмотрите, кому интересно будущие наши звезды. Это микрофон привезен с английской студии, действующей. На этом микрофоне записывались Кэти Перри, Леди Гага в свое время. Как говорится, в нашем деле, чем больше нас, тем лучше, да? И наши тоже посоветуют, как лучше быть, как вам на вашем нелегком пути, но очень достойном делать шаги правильные. Слушайте друг друга и
себя слушайте. Пытайтесь максимально тише петь. Тише. Пение не зависит от того, что ты громко споешь. Чем тише поет человек, тем он поет. Еще раз, Виталий. Все, можете идти и петь на концерт. Музыкант это не является профессией. Музыкант это состояние души. Человек и в радости поет, и в печали поет. Я могу сказать, что ребята очень одаренные, талантливые очень. Мне хватило того, что вы сами видели, что мы с Виталием Казановым их просто распели, и я увидел, что ребята действительно поющие. Вот хочу пожелать, чтобы много творчества было, больше творчества. Вот. Чтобы человек достигает только тогда, когда он много работает, создает. А музыка это, естественно, сфера, где можно очень много доброты сделать о себе и следы свои оставить. Когда мы записываемся в студии, то голос, музыку вы слышите в наушниках, потому что мне по отдельности потом обрабатывать нужен голос один для обработки. И процесс записи такой. Сначала делается аранжировка, ну вернее сначала под пианино мы разучиваем песню, потом делается аранжировка, потом только в студию заходит уже пропевать, репетирует, в студию никто не приходит. Это огромная ошибка, и звукорежиссер из-за этого нервничает постоянно. Я во многих компаниях работал, и в студии, например, Максима Фадеева, когда мы записывали, он выгонял, и выгонял очень жестко, когда люди приходят на запись. Это так же, как сцена «Святая святых». Лютует мнение, то, что пришли, голос там нарисовали, подправили, это все ерунда. Никто ничего не рисует, не подправляет. Максимум, что мы можем, это накинуть эффекты, дилей, холл, повторение, компрессор и тому подобное. Если вы не умеете петь, никто не сможет вас этому научить. Есть такая вещь, как энергетика, атака в голосе. Это не делает компьютер, это цифры. Компьютер за человека ничего не делает. Сейчас я вам наглядно покажу на двух своих ребятах, которыми я занимаюсь. Сейчас Хадишка пропоет вживую то, что есть, а потом я покажу, что это получается. Санук чечуэн, ехила ирсен, беркат хилила, ирседе хила, оменук чечуэн. Санук чечуэн, соапрет заду, дуапрет заду, ойлапрет заду, ирсебай хирду. Вот, это мы ее прописали. Если у человека не хватает атаки в голосе или надо ее просто раскрасить, мы основной голос пускаем посередине, подпевка бэк идет там. На сцене вам это в принципе будет помогать, но и мешать одновременно. Такой конкурс, как Евровидение, не принимает подпевки, если они идут в унисон. Вас просто снимут со сцены и исключат из конкурса. Мы решили взять чеченский язык и положить на современные европейские ритмы. Эту песню уже крутят в ночных городах России, и людям это очень нравится на самом деле. خيردو إيدي خازا كارور يوحوسونا سائرس يلقدو أصحوزاز يلقى دور زاوجو سيدر شيت زاوجو زاغير شاحو ولحسوزا. Теперь, что получается у нас в итоге со всей этой пачкой голосовой? Ну, вот приблизительно
приблизительно так это и происходит. Вот в такой формации мы и работаем. Когда вы поете на сцене, зритель должен видеть не только слышать ваш голос, но и видеть вашу эмоцию. На сцене исполнять, естественно, тяжелее. В студии вы работаете на дикции, вы проговариваете каждое слово. Почему? Студийный микрофон ловит все, он ловит все, каждый звучок, даже как у вас гортань трясется. На сцене он этого не ловит, сценичный микрофон и другая мембрана абсолютно, поэтому там не надо широко открывать рот. А в студии надо вот именно таким образом. Но запись студии чем отличается? Когда человек включает компакт-диск, ему не важно, что и как, он должен слышать чистоту звука, чистоту голоса. Поэтому в студии всегда работает тяжелее, чем на сцене. Потому что на сцене вы можете где-то перетянуть, не дотянуть, зритель этого не заметит. Он это заметит, если будет переслушивать. А запись студийная должна быть очень чистой. Я никогда не аплодирую артисту, если он поет под фонограмму. Во-первых, это сразу слышно, а во-вторых, чем он отличается тогда от прохожего? Конечно. Ничем абсолютно. Вот. Напоследок желаю вам всем удачи, мне очень интересно, кто из вас победит. И от себя лично, человек, который победит, я подарю песню. И запишу его здесь в студии, сделаю ДДК. Ну и что вам понравилось в продюсерском центре Беслана Терекбаева? Нам было очень интересно и приятно пообщаться и познакомиться с такими людьми. Мы как будто вступили в наше будущее. Я думаю, мы дальше будем продолжать этот путь, будем снимать клипы, будем настоящими певцами и певицами. Сделали шаг в наше будущее. Вашего творчества. Да. А сейчас самое главное — привлечь к себе внимание руководителя проекта глянцевого журнала «Румарс» Дениса. Денис, добрый день. Добрый день. Мы решили сегодня приехать к вам в гости. Мы с вами сотрудничаем. Денис очень часто нам помогает. Зачастую многие фото появляются, наших мероприятий появляются в этом модном журнале, что для меня большая честь. Вот. Ну, мне тоже посчастливилось как-то побывать на обложке этого журнала. Вот. И учитывая, что наша молодежь очень талантливая, они начинают свою карьеру, мы знаем, что очень большую роль играете вы, как распространители именно вот этого, скажем, ну, всей этой глянцевой жизни, гламурной жизни. И я считаю, что это очень важно, и то, что вы нам идете навстречу, помогаете, это тоже для нас большая честь. Ну и сегодня мы у вас в гостях, планируем, что у нас пройдет здесь съемка. Ну, итак, это Денис. Спасибо большое, Дина, очень приятно, что вы пришли. Да, мы являемся информационными партнерами, очень давно дружим. С удовольствием сделаем фотосессию с каждым из вас. По окончании фотосессии мы выберем самого лучшего. Ну, также и комиссия выберет в плане вокала и каких-то своих творческих данных. И победителя мы разместим на обложку журнала «Румарс» и сделаем специальный спецпроект. А также предоставим еще призы. То есть, что сейчас хочет сказать Денис? Получается, что мы на днях пройдем фотосессию, и в день нашего первого концерта, так как Денис у нас состоит и в комиссии, у него тоже будет право голосовать за кого-либо из вас, то есть опускать в вашу копилку свой голос. Вот. У Дениса в руках уже будет готовое, скажем, фото одного из вас. Да, по результатам я уже приду непосредственно на концерт, и у меня будет в папке фото победителя. И только на сцене вы узнаете, кто же будет являться обложкой следующего номера, одного из номеров с Румарс. Соответственно, от вас нужна эта отдача полная. У кого не было практики по опыту в модели, смотрите, как это нужно преподносить себя. Тем более вы артисты, вы должны себя подавать как на сцене, так и в фото, так и в видео, потому что профессия артиста, она же и, возможно, кто-то из вас станет ведущим на телевидении, на радио и так далее. Поэтому удачи всем, очень приятно, что вы ко мне пришли, пожалуйста, проходите.
felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Желаю вам удачи, чтобы каждый из вас победил по-своему. Ну а победителя мы увидим на концерте. Спасибо вам большое. Каждого из вас мы будем вызывать. Будьте на связи. До свидания. До свидания. Наши исполнители каждый день готовятся к первому показательному концерту. Соответственно, они должны иметь образ, артистизм должен присутствовать у них, поэтому и элементы хореографии. Поэтому очень важно, чтобы они каждый день проходили курс хореографии. Каждый день с ними занимаются известные люди, известные хореографы нашей республики. Это, в частности, Тамара Дидигова, народная артистка ЧССР, ей помогают Ринат, Хеда Цакаевы. То есть каждый день упорного труда, он, конечно, не проходит даром. Эти участники, они уже имеют навыки хорошей хореографии, поэтому я думаю, что не будет страшно выпускать их на сцену, чтобы они смогли правильно себя преподнести. Наоборот, другая рука. Другая рука. Другая рука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Интервалы взяли. Пошире станьте. Да, да, да. Правая нога, левая рука. Хаверзна, вот идешь. Хаш твою. Кетио. Все. Хаш хуяшу. Хаш твою. Алехтем. Сейчас пока все силы уже направлены на саму подготовку концерта. И, я надеюсь, что у нас все получится. По крайней мере, с ними занимаются серьезные люди, знают свою работу, и результат все-таки должен быть. Это парад голосов!